Восточный Туркестан превращается в зерновую базу Китая. Ма Синьчжу, секретарь Синьцзянского партийного комитета в Восточном Туркестане, заявил на встрече в Урумчи 28 декабря, что Восточный Туркестан будет превращен в важную зерновую базу. На встрече Ма Синьчжу, цитируя планы Си Цзиньпиня в отношении Восточного Туркестана, подчеркнул важность развития сельских районов, сельского хозяйства, а также увеличения доходов сельских жителей. Ма Синьчжу подчеркнул, что это укрепит сельскохозяйственное производство и превратит регион в зерновую, масляную, хлопковую и фруктовую базу Китая. По крайней мере, 2 из уйгуров, заблокированных под завалами шахты, оказались детьми. Большинство из 18 человек, оказавшихся в ловушке под землей в результате аварии на шахте 24 декабря в Гульджа Восточного Туркестана и находившихся в розыске, оказались уйгурами. В ходе проверки, проведенной нашим корреспондентом, личности 3 из 18 человек были установлены. Стало известно, что 2 из них дети 16 и 17 лет, которых взяли на работу, когда они были еще несовершеннолетними. Китай и США обсудили поддержание каналов связи. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поделился подробностями своего телефонного разговора с новым министром иностранных дел Китая Циньганом. Блинкен пояснил, что в ходе разговора обсуждались отношения между США и Китаем и поддержание каналов связи между двумя странами. Циньган, который был послом Китая в Вашингтоне, был назначен министром иностранных дел в прошлую пятницу. Циньган заменит 69-летнего Ван И, который был министром иностранных дел в течение последних 10 лет. Марокко запретило полеты из Китая. Власти Марокко сообщили, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией усиливают контроль над путешественниками из Китая. В заявлении Министерства иностранных дел Марокко говорится, что ограничения будут распространяться на всех людей, прибывающих из Китая, независимо от их национальности. Ранее США, Южная Корея, Франция, Италия, Испания и Великобритания объявили, что будут проводить тестирование на ковид для пассажиров, прибывающих из Китая. Премьер-министр Косово призвал увеличить военное присутствие НАТО. Премьер-министр Косово Альбин Курти потребовал увеличить военное присутствие НАТО в своей стране. Курти заявил немецкой газете «Велт», что увеличение численности войск НАТО и военной техники улучшит безопасность и мир в Косово и на всех Западных Балканах. Индия и Пакистан поделились друг с другом списками ядерных объектов. Согласно заявлению Министерства иностранных дел Индии, 2 страны поделились друг с другом списком ядерных объектов в рамках договора о запрещении нападений на ядерные объекты.